Несмотря на погоду, которая больше соответствует поздней осени, Москва погрузилась в праздничную атмосферу. Столицу озарили новогодние огни. Северное сияние и тропические краски, восточные узоры и традиции Запада. Участники международного фестиваля «Рождественский свет» приглашают в путешествие по странам и континентам. Эту красоту уже увидела корреспондент Первого канала Ольга Герасименко. Сказочный город или огромная, сотканная из лучей света корона. Прохожие теряются в догадках. Площадь перед Большим театром в Москве преобразилась до неузнаваемости. Это вообще сказки Шахерезада. Это как Самарканд или Восточные дворцы. Когда я увидела это, я подумала, что это такая огромная корона, украшенная драгоценными камнями. Это красиво, ярко и великолепно. Купишь мне такую? Тут много лампочек, и кажется, что тут Новый год уже наступил. Новый год еще не наступил, но улицы и фасады зданий, пространство над ними уже в светящихся нитях иллюминации. Праздник начинается с заходом солнца. Огромные пятиметровые цифры 2016 на Трубной площади, танцующие фигуры и искрящееся небо на Большой Дмитровке. В разных уголках города в рамках фестиваля «Рождественский свет» зажглись яркими огнями десятки композиций. Мы увидели вот это, вот достали сразу телефон и начали фоткать. Сразу захотелось и праздника, и танцевать, и бенгальских огней, Нового года. Километры гирлянд, десятки тысяч лампочек. Одной из самых масштабных конструкций, которые установили в городе, стал вот этот 100-метровый световой туннель. Его возвели на Тверском бульваре. Итальянец Валерио Фести – признанный мастер в сфере светового оформления. Его работы украшали универмаг галерея Лафайет во Франции и здания в японском городе Кобе. Теперь он словно восточными узорами раскрасил Тверскую и Театральную площадь. А эти огромные шары, где причудливые тени, будто актеры в театре, рассказывают зрителям свои истории, привезла участница фестиваля из Канады. Подобные инсталляции, как частички новогодних праздников из разных уголков света. Вот эти люстры, по мнению автора, передают особый шарм рождественского настроения в его стране. Мы стремимся создавать что-то особое и уникальное. Световым украшением, например, Елисейских полей, мы занимаемся вот уже 40 лет. Но в каждой работе для нас важно показать нечто французское, передать дух Франции. Организаторы говорят, фестиваль в этом году лишь начало. В будущем география участников станет шире, а создавать праздничное настроение будут не только световые композиции. Мы планируем еще один формат – привлечение национальных культурных театров, чтобы не только инсталляции приезжали, но и мини-театры, уличные World Christmas Performance. Пока же пройти мимо этих арт-объектов практически невозможно. Взять хотя бы шар на Манежной площади. Гигантское елочное украшение, где 23 тысячи маленьких светильников показывают то вьюгу, то северное сияние и заставляют даже взрослых замирать от восторга и ощущения. Праздник уже близко. Это волшебство. Это очень здорово. Ольга Герасименко, Елена Штоклова, Валерий Жичкин, Регина Мещерякова и Максим Кулифеев. Первый канал.